Все, поехали. За справедливость. Все ли готово в городе? Все ли подготовлено по организации выборов? Да, у нас на самом деле с 6 утра открылись избирательные участки. Это на вокзалах и в Эжве. В Эжве в связи с работой нашего градообразующего предприятия Монди, поэтому там с 6 часов. И с 8 часов остальные участки в городе Сыктывкаре. Все открылись без происшествий. Все нормально, подходы, так сказать, все подготовлены, комиссии все работают, поэтому все открылось, все в штатном режиме. Службы городские все работают? Службы городские, да, работают как обычно. Здесь график у нас у городских служб круглосуточный, независимо от выходных, поэтому 40 единиц техники работали и в субботу, и в ночь, и сейчас работают, поэтому, так сказать, все проходит нормально в городе. Никаких вопросов нет. Сегодняшний день я начал, рабочий день. К 8 часам я уже был на работе. Там доложили ситуацию по открытию участков. Мимо некоторых участков просто с точки зрения уборки города я еще успел проехать. А затем уже все организационные моменты мы связались с начальником МВД, с прокурором, поэтому оценили обстановку. Пока все в штатном режиме, никаких ни провокаций, ни нарушений таких больших нет, ничего, поэтому все пока нормально. Вот сюда вот эту дырочку засунь, вот эту дырочку. Двумя руками. Молодец. Вот так. Это туда листочек упал. Туда все листочки падают. А потом тети и дяди будут считать голоса. Пошли. Скажите, пожалуйста, каких вы ждете решений от тех, за кого вы проголосовали? И законов, прежде всего? Ну, про законы я уже говорил. Прежде всего, те законы, которые будут защищать простых граждан, прежде всего. Те пробелы, которые существуют, чтобы они были устранены. Вот это самое главное. Для этого нужно, чтобы в стране была стабильность. Поэтому мы проголосовали за стабильность в стране, в республике и за будущее наших детей, внуков, чтобы все было хорошо у всех. Скажите, в случае победы вы покинете республику? Ну, когда будет результат, тогда будем решать. Или продолжите работу? Я вам говорю, когда будет результат, тогда и будем решать. А что больше вы сами хотели бы? Слушайте, ну это такой вопрос интимный. Поэтому будет результат, я буду решать. Какой закон вы бы сейчас в первую очередь проинициировали, пробили в Думе? В первую очередь, ну я уже говорил, нужно еще более, во-первых, ужесточить ответственность за нарушение закона, всех законов, вообще всех законодательных актов, которые регулируют реализацию алкоголя в стране. В первую очередь недопустимо, чтобы алкоголь продавали несовершеннолетним. Вот это в первую очередь ответственность за незаконную продажу спиртного. Ответственность кратную, и в том числе уголовную, за тех лиц, которые нарушают законодательство. Мне бы очень хотелось сегодня, чтобы большинство наших избирателей республики пришли на избирательные участки и проголосовали. Проголосовали с пониманием того, что главное не популизм, и разобраться, и отсеять этот популизм, а главное понять, что, какие партии, какие силы дают возможность для дальнейшего стабильного развития нашего общества, нашей страны, что Государственная Дума должна выбираться не для того, чтобы уметь болтать и политизироваться, а для того, чтобы делать дело. А вот много говорят о том, что будут ли люди представлять Республику Коми в Государственной Думе, и сколько должно быть представителей? Вот как вы считаете? Я убежден, что, безусловно, будут депутаты, которые будут представлять нашу республику. И я думаю, что таких депутатов должно быть больше,
И надеюсь, что их будет не меньше 4. И что те депутаты, которых мы изберем, для того, чтобы они представляли нашу республику, как я уже сказал, чтобы они прежде всего ориентировались на то, чтобы делать дело, чтобы, зная проблемы, которые есть у нас в регионе, делали все, чтобы эти проблемы решать в Государственной Думе.